Жалобы какие у вас? Юлия Войнич – частый пациент эндокринологического диспансера Казани. У женщины диабет. Почти 40 лет Юлия делает уколы инсулина. Нужны расходные материалы, например, тестовые полоски. Весь комплект она получает в рамках соцпакета для льготников. Только 2000 – это инсулин, 500 рублей – это одна упаковка тест-полосок, и где-то 9, наверное, это расходные материалы к инсулиновым помпам. Уже несложно предположить, да, та сумма в месяц, которая выходит, что соцпакет, отказ от соцпакета, никак вообще ее не покрывает. Каждый год у льготников дилемма – выбрать соцпакет с лекарствами или деньги, а это чуть больше 1200 рублей в месяц. Но в случае беды эта сумма не покроет расходы на жизненно важные препараты. Наверное, соцпакет, конечно. Там и консультации и бесплатные, поэтому, наверное, это удобней. Льготу, конечно. Оптимальный вариант. Вот супруга у меня, она диабетчик, она получает инсулин, уколы, все это получает. За ним пришла. Есть и те, кто вместо лекарств выбирает деньги. Медики констатируют, чаще всего это те, кто думает, что болезнь отступила. В республике на соцпакет имеют право 337 тысяч татарстанцев. В основном это пациенты с тяжелыми заболеваниями. Пациенты с сахарным диабетом, с сопутствующей патологией, это сердечными сосудистыми заболеваниями. Сахарный диабет является хроническим заболеванием, которое требует постоянного контроля, наблюдения, выписки дорогостоящих препаратов. В связи с этим от соцпакета отказываться не стоит. Выбирая соцпакет, льготник может рассчитывать на лекарства, путевки в санаторий и бесплатный проезд к месту лечения. Возобновить право на получение соцуслуг можно до 1 октября. Для этого необходимо подать заявление в пенсионный фонд. Тем, кто уже получает бесплатные лекарства, необходимости подачи такого заявления нет. Рамиль Галиуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.